3 года в армии, 2 из них в зоне военных действий на востоке Украины. Контузия в поселке Спартак во время боев за Донецкий аэропорт. Десантника с таким опытом Юрия Костюка даже на международных учениях удивить трудно, но кое-что для себя он все-таки отметил. Изменилось в первую очередь отношение к военным со стороны высшего командования. Официально маневры Rapid Trident украино-американские, но по факту многонациональные. Юрий и еще десятки украинских военных, прошедших реальную войну, отрабатывают технику в одних окопах с военными из 12 стран мира. Сценарий учений – условный конфликт между двумя соседними странами. Мы начинаем с индивидуальных занятий с оружием, потом переходим к коллективным учениям целым взводом, ну и готовим будущих инструкторов из украинских военных. Украинские морпехи, еще весной защищавшие Широкино, штурмуют переправы вместе с болгарами. Танкисты и вертолетчики атакуют блокпосты вместе с американцами или освобождают населенные пункты от захвативших их террористов. Все очень похоже на зону АТО, но главное остается вне кадра – работа штабистов из 13 стран, которые совместно планируют все боевые операции. Я вам скажу так, чем больше мы работаем вместе, чем больше таких совместных учений, тем более совместимыми мы становимся, тем больше у нас шансов победить там, где придется воевать. Иностранные военные в общем и не скрывают, им очень интересен украинский боевой опыт, ведь с так называемой гибридной войной натовские военные не сталкивались и даже планируют открыть в Киеве совместный центр по противодействию гибридной угрозе. Много есть интересных предложений, над которыми нам еще придется поработать, чтобы мы могли действовать в одном направлении и с одной целью. Суть этих предложений украинский генерал не раскрывает, но, очевидно, речь идет о новом плане помощи НАТО Украине. Его должны утвердить на Варшавском саммите Альянса. По предварительной информации, пакет содержит около 40 пунктов, не только помощь деньгами, техникой и инструкторами, но и проведение серьезных реформ украинской армии. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина.